إنما يخشى الله من عباده العلماء. В своем отношении теперь к причинам. Мы сказали четвертое условие дуа просьбы, когда это возможно. Да, мы сказали, если в пределах человеческих возможностей, потом сказали 4 условия. Там есть, сказали, последнее условие, человек должен иметь убеждение, что тот, к кому он обращается с просьбой, это всего лишь что? Причина, которая поможет, если Аллах Субхану ва Тааля захочет. Привязываться к нему сердцем нельзя. Да? Вот вообще люди в своем отношении к причинам делятся на 3 группы. Внимательно. Делятся на 3 группы. Или, иначе говоря, можно сказать, что отношение к причинам делится на 3 вида. Первое – это правильное отношение к причинам. Правильное отношение к причинам. Это присуще Ахлю Сунна валь Джамаа, пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из них и укрепит нас на этом пути. Это когда человек считает причиной то, что сделал причиной Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Шариатской причиной или физической причиной. Хорошо? Итак, что это правильное отношение к причинам? Когда человек считает причиной то, что сделал причиной Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Вот так относится к причинам первая группа. Ахлю Сунна валь Джамаа. Аллах по своей мудрости, по своей милости установил в мироздании причинно-следственные связи. Разные причины. То есть у вещи бывает причина. Так Аллах сделал. Наличие причин и их следствий. Хорошо? По воле Аллаха Субхану ва Тааля причины оказывают какое-то воздействие. По воле Аллаха Субхану ва Тааля. И причины делятся на 2 вида. Причины шариатские и причины физические, бытийные. Причины шариатские, религиозные. Рукья, например. Человек заболел и читает рукья. Рукья что это? Заклинание на основе Корана, из Корана и Сунны. Да? Заболел человек, заболел живот, положил руку на живот, читает, например, суру Фатиха. Причина? Причина? Причина. Какая? Шариатская, религиозная причина. Установленная Аллахом? Да. Поэтому мы ее считаем причиной. Мы считаем причиной то, что Аллах сделал причиной. Ясно? Заболел живот у человека. Опять тот же пример. Пошел к врачу. Пришел к врачу, врач прописал ему лекарство. Купил лекарство, сказал бисмилля, Аллах сделай исцеление для меня в этом лекарстве. Выпил лекарство. Боль прошла в животе, альхамдулилля. Это причина? Причина. Причина какая? Физическая причина. Физическая причина установлена Аллахом Субхану ва Тааля. Подтвержденная опытом человечества, наукой, исследованиями и так далее. Хорошо? Установлена Аллах Субхану ва Тааля физическая причина. Так вот, когда ты считаешь причинами религиозными или бытийными то, что Аллах Субхану ва Тааля сделал причиной, вот это и есть правильное отношение к причинам. Или человек заварил какие-то травы, например, пьет, и еще чего-то. Второе отношение к причинам. Так, первое, что это правильное отношение. Правильное отношение. Второе отношение неправильное. И оно является малым ширком. Аш-ширк аль-асгар. Малым ширком, аш-ширк аль-асгар. Это что? Это когда человек считает причинами что-то, что Аллах Субхану ва Тааля не сделал причиной ни шариатской, ни физической. Хорошо? Считает причиной то, что Аллах Субхану ва Тааля не сделал причиной. Например, человек носит амулеты. Аллах сделал амулеты причиной защиты от сглаза? Нет, ни физической, ни шариатской. Или человек носит какие-то раковины на себе. Или человек какие-то веревочки завязывает себе на руки, или там на пальцы, или еще куда-то. Или вешает над воротами какой-то бычий череп. Или бараний там череп, или козьи рога, или еще чего-то. Или волчий глаз бывает там в арабских странах. Волчий глаз какой-то высушенный, еще чего-то. Или подкову. Или старую обувь кто-то вешает. Или шину от автомобиля кто-то вешает.
колесо там какое-то, или тряпки какие-то вешает человек, или верблюжьи колючки вешают, устанавливают там, или какие-то надписи пишут на стенах, или на машине какие-то надписи, там иногда в арабских странах бывает «Айн аль-хасуд, ля тасуд», такие, то есть завистливый глаз не принесет вреда, чего-нибудь такое, хорошо. Ну, у нас тоже какие-то, может быть, свои здесь есть пословицы и поговорки. Что-нибудь такое пишет. Ну, или, конечно, как тут не упомянуть, стеклянные глазки, которые в таком обилии сейчас привозят из Турции, да упасет Аллах субхану ва тааля. Вот человек всем этим пользуется и считает, что это причина. Да, говорит, это причина, это вот и от джиннов помогает, и от сглаза помогает, и от того, и от всего помогает. Что мы скажем? Этот человек считает причиной то, что Аллах субхану ва тааля не сделал причиной. Не шариатской, не физической или бытийной. Сюда же Аллаху тааля относятся вот эти вот браслеты, которые носят люди от ревматизма. Говорит шейх Усамин, рахмаллаху тааля, у него есть фетва по этому вопросу, когда спрашивают отношение браслетов металлических от ревматизма и так далее. Шейх говорит, Аллаху тааля, все это из области чего? Авгам. Авгам, то есть иллюзий каких-то, самовнушений. То есть это не причина на самом деле. Аллах не сделал это причиной. Если это не причина, то, соответственно, мы не должны это делать, это будет малый ширк. Ясно? Ясно. Третье отношение к причинам, когда это большой ширк уже. Тоже неправильно, но еще страшнее. Большой ширк – это когда человек считает, что причина какая-то, она имеет вообще самостоятельное влияние во Вселенной. Оказывает самостоятельно какое-то влияние. То есть способна как-то эта причина скрытно распоряжаться в мироздании, во Вселенной. Она владеет дарованием пользы или отвращением вреда от человека. Например, человек считает, что вот этот вот стеклянный глазок, так называемый, что это не просто причина, что это сам глазок, это он имеет какую-то власть, скрытое влияние во Вселенной, и защищает вот так вот людей, или что это бычья голова, она как-то сама по себе имеет власть в мироздании, прогоняет джиннов. Вот это уже будет что? Это будет великое многобожие, когда он считает причину не просто как причина, установленная Аллахом, да, как он думает неправильно, а что это вообще причина, которая имеет самостоятельное влияние, самостоятельно распоряжается во Вселенной. Это многобожие, которое выводит человека из религии. Понятно? Вот это то, что касается дуа. Иншаллаху тааля мы продолжим с вами разбирать те виды поклонения, которые упомянул шейх, автор книги, рахималлаху тааля, с некоторыми подробностями. То, что мы изучили сегодня, иншаллаху тааля, я надеюсь, будет вами изучено наилучшим образом, дома подготовлено. И, пожалуйста, не ленитесь учить наизусть. Учите наизусть доводы, учите наизусть текст этой книги, потому что, как мы говорили, каждый, кто знает наизусть, тот имам. И как шейх Усамин говорил, все ушло, кроме того, что мы выучили наизусть. Не ленитесь учить наизусть, особенно пока вы молодые. Ну и те, кто не молод, это тоже касается. Джазакум хейр, Аллах субхану ва тааля пусть поможет во всем благому. Саллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин.